Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Даже до отъезда в Судане, про Судан у меня не было никакой этой информации. Но это по милости Аллаха я оказалась там. Но я мечтала, в своей мечте, как это сбилось, что учить это арабский язык. Да. Но мне сообщили, что до учебы, что такая страна, жарко, жара. Даже когда меня провожали в аэропорту, мне сказали: о, как там ты будешь жить? Я сказала: иншаллах, буду жить. Когда мы приехали, это впервые мы там матрас нам дали, кровать. Мы матрас как накрыли, и спали как бы. Ну, зимой было, мы 25 января мы летели с Москвы, а там январь же это зима. Мы зимние одежды в аэропорту отдали это провожающие. Приехали, там жара, о, мисс, такое ощущение, что как будто зимами это как это накрыли себе это как это этот матрас, потом мы проснулись такие, как это пот, как это такие-то мокрые, ну, намочили, как это вспотели это под матрасом. Потом девчонка говорит: девочка, что с нами случилось? Почему все это мокрые? А потом мы смотрим, откроем окно, так, это такой-то ветер такой-то, теплый ветер, как это чувствуется, и закроем окно. Вот, мы приехали, это другой, это как это другой мир. Потом мы пошли, как это принимали душ, как потом после этого мы как спали без это, не накрытые это матраса. Мы же зимой как привыкшие, как от одеяла уже спим, а там мы приехали, думаю, тоже зимой, там январь, мы это умудрились, как умудрились, как вот говорят, что это матрасом как это накрыть спать. Вот такие, как это, воспоминания у меня, это моей студенческой жизни. Это в общежитии. А потом, однако, еще... это еще... Однако девушка пришла, это африканка, она пришла, это свои, как это, носки, как это стряхивала на это, на кровать. А девочка там, это наша девочка, она говорит: а ну-ка вон отсюда. А она же русский не понимает. Потом она зовет меня: Фируза, иди сюда, это помоги переводом, говорит. Они только приехали, они арабский еще не знают. Я говорю: что случилось? Да скажи, что она вышла отсюда, вон отсюда. Я говорю: что ты не имеешь права ее выгонять из комнаты? Да скажи, чтобы больше она свои этот носки здесь не стряхала. Я говорю: да ты объясняй, ничего страшного. Она испугалась, эта девочка, она как это, иностранка тоже была, не помню, из какой страны. Она так стоит, говорит, она мне выгоняет. Я говорю: не выгоняет, подождите, сейчас я мирно все это разбираемся. Я объясняю, говорю: не кричи, не ори на нее. Она испугалась. Ну, что я ее духом здесь не было. Потом мы как это, ну, все как это разбирались, все это объяснили, все мирно, все ушло. Потом она всегда сказала, эта девушка: хорошо, когда их нету, вот это грязные это люди. По выходным мы как это все, когда они пошли к своим, это знакомые, кто-то замужний, они пошли с мужем, как встречаться по выходным. А мы как холостые, как говорят, мы это остались, девчонки, мы это все, это уборка, генеральная уборка, все матрасы, как это повесим, как повесим на балконы, все убираем, помоем. И потом все как это, потом эти даже как хорошо, когда их нету, дышим свободно, моем, все чисто, гигиена, свободно. И чтобы они не приехали, она еще часто так как это пошутила, что они не вернулись сюда, это опять это грязь принесут. Вот так. Студенческая жизнь, это мне это все как это там это пришлось, как это переводом, как это девчонкам, как это смириться, это когда у них какой-то скандал, ссора. Когда еще они болели, еще мы лечили девчонки, в это наше общежитие. Когда еще болели, ну, с помощью чтения Корана, когда еще медикаментозное лечение надо было, скоро вызывали, скоро приехала, забрала, помогали тогда больницами, как это, с ними как это провожали. Да вот так, очень интересно эта жизнь у меня была там. Одно, как говорят, это хорошие воспоминания у меня. Одно только хорошие воспоминания. Еще это женщина, которая была моя знакомая, это Аиша. Она, когда меня провожала в аэропорту, так она плакала, когда, ну, она совсем сказала: уеду домой. Она так сказала, это Фируза говорит:
Я не могу, говорит, это как это с тобой прощаться. Не скажи, прощай, скажи до свидания, еще раз увидимся. Так она сильно плакала. Она говорит, как я тебя любила, как это, ты уедешь, как это буду, не увижу больше тебя. Я говорю, вот фотки мои смотришь. Она говорит, фотки тебя вижу, твои фотки же со мной не разговаривает. Она провожала, так плакала, сильно плакала. Да, вот так. Она мне сказала, что я тебя любила как свою, как это родные сестры. Ну да, это любовь ради Аллаха, это лучше, чем свои родные. Да, когда человек любит друг друга ради Аллаха, это сильнейшая любовь, это нету, кроме этой любовь ради Аллаха. Человек будет любить человека ради Аллаха, будет сильнейшая любовь, чем это свои родные. Это я по себе говорю, вот что я по жизни говорю. Да. Спасибо за внимание.